Что ты нажал? Начать эфир. Он начался, или ты просто посмотрел на эту кнопку? Все, мы в эфире. Сейчас ждем, На пока каком подтянутся канале мы? люди. Ассаламу алейкум, Хаваш. Валейкум ассалам. Как твои дела? Прекрасно. Я же тебя вижу. Что нового? Да нормально, вчера тут с тобой был в кафешке. Ничего. Я тебе рассказал, Посмотрел. какие вопросы будут. А? Я тебе рассказал, какие вопросы будут. Так ты же мне ответ уже все скинул. И, кстати, пока мы не начали, можешь рассказать 3 способа, как отцентровать div? Ну, ты скажешь, как познакомиться с девушкой. Что? Это у меня здесь написано I know how much. Так Короче, покажи зрителям. Смотрите, у него что написано. Покажи зрителям. это тут не видно. Там... У него написано вон, у него перевернуто написано в он ай лмтх. Да. Короче, как фронтенд разработчик, можешь нам рассказать 3 способа, как отцентровать div, типа, с помощью CSS? Сначала нужно сделать div, Мгм. а потом текст, как там текст Олигон центр сделать. Мгм. Это первый способ, да? Так, наверное, я не знаю, я не фронтенд разработчик. Второй способ взять окно браузера и выровнять по центру монитора. А это у всех клиентов будет? Третий способ. То, что ты сейчас сказал. А мы плашку сделаем. Мы плашку сделаем, чтобы они монитор на половину экрана ставили. Если нет, Третий, я не знаю, блин. А третьем надо подумать. я тоже не знаю. Я знаю, можно в фигме нарисовать, и вот эти стили, которые он дает, там, со всеми заданными ширинами, высотами, их ставить. Охренеть, я знаю еще лучший способ. Гениальный просто способ. Мы можем сказать дизайнеру, чтобы он все экраны нам нарисовал сайта. И когда у человека экран будет там определенного размера, мы будем картинку показывать этого сайта с конкретно оцентрованным элементом с помощью медиаквериса. Ну, вроде это все 3 способа. У вас не так? Не, у нас вообще такого нет. Кстати, у нас спрашивают. Да. Я ждал, пока ты ответишь. Вообще, знаешь, с такой... Вообще-то Хаваш... И одновременно грусть такая, да. Хаваш у нас опытный PHP-шник. Сколько ты сайтов сделал на PHP? Давай заголовок поменяем. Кринж собес. Не, можешь сказать, сколько примерно сайтов ты сделал на PHP, прям, которые запустились? Я знаю, как минимум 2. Два сайта ты уже делал, да, на PHP, которые прям запустились на прод, и все отлично работают. Или даже 3. Ты меня слышишь, во-первых, скажи? Я тебя слышу. Ты меня нет? Ага. Ну, ты чуть-чуть подвисаешь, как будто бы. А сейчас вот нет. У тебя VPN не включен? Нет. Нормально. А вот пишут, кстати, у вас эфир фризит. Может, и... Хотя сейчас это долго будет, да? Кто-то перезапускает, не перезапускает. Я не знаю, что с этим делать. Не, вроде сейчас нормально. Он же, конечно, не слышит, что я ему говорю, все нормально. Я знаю, но там, скорее всего, дальше это тоже будет продолжаться, типа, фризить. Не будет. Ну все, 5 человек еще. Еще будем ждать кого-то? Кто-то должен быть от тебя, Хаваш. Чем меньше этот кринж увидит, тем лучше. Для меня тоже самое. Потом в конце этот видос удалим. Так, ладно. Не хочу, чтобы мои дети это видели. Ну что, ты готов? Я... Нет, не готов я. Нет. Короче, мы начинаем? Так и давай начинаем. Все, давай, Хаваш.
Расскажи немного о себе, какой опыт с PHP у тебя вообще есть? Как ты с ним познакомился? Что на нем делал? Вот. Интересные задачи, А, может, решал какие-нибудь? Понял. Здравствуйте. Я фронтенд-разработчик, но иногда балуюсь Мгм. по бэкэнду и занимаюсь тем, что делаю что-то по разработке сайта. В основном использую JavaScript, TypeScript, но когда-то был опыт работы с PHP. Когда-то был а, относительно приятный, относительно горький опыт. А А, можно в перебить? как- С какими версиями ты как успел лучше? поработать? Скорее всего, это 5.6, там в начале, да? Что еще раз? С какими версиями ты успел поработать PHP? Там 5.6, Да, 100% это, вообще? по-моему, с пятерки где-то началось. Я помню, это был где-то 2010 год, 9-10 год примерно, когда сайты разрабатывал. Я не знаю, какая версия тогда была. Я знаю, что это был PHP, и он, в принципе, всегда был PHP. По-моему, это была где-то пятерка, скорее всего, пятерка. Мгм. Вот. В основном разрабатывал скрипты. Сначала так просто там MySQL, не MySQL. Потом постепенно начал пытаться создавать, как любой PHP-девелопер, свой гениальный фреймворк. То есть я такой, типа, Мгм. блин, я не хочу использовать эти движки, я буду делать все сам. Не зря же я классу учил. Вот как-то так. И ты написал свой фреймворк? Скажем так, да, Франкенштейна какого-то сделал, который темплейты умел рендерить, который какие-то там базовые вещи с MySQL делал. А Что, контроллеры там короче, были? я за самое худшее... А? Контроллеры там были? MVP-шные? Да, были. Ничего себе. У меня такого не было. Я тогда знал, что... То есть я не знал, что такое контроллеры. Я видел, что опытные разработчики применяют контроллеры, и такой, блин, слово круто звучит, буду тогда его использовать. А ты роутинг тоже делал? Ну, что типа, если слэш там юзер, Да, вот это да. как ты Ну, делал? то есть роутинги я с помощью, ну, то есть я получал сам запрос, вырезал из него адрес, и по этому адресу уже направлял по определенным контроллерам. Блин, Ничего себе. офигеть. Я такой фигней раньше занимался. А с какими фреймворками ты вообще сам работал? Именно с PHP-шными? Это у нас что было? У нас Laravel, потом Selenium, по-моему, как так он назывался, Мгм. был такой, ну, Это, такая упрощенная версия, это была Laravel. это Lumen, Lumen, М? Lumen. Да, Lumen, да. Ну, еще один был, короче, это был подобие Laravel, но он прям вообще такой очень-очень простой был. Я думал, что если я буду применять такие простенькие библиотеки, мой сайт будет работать быстрее. Мгм. В основном это применял. А так больше ничего. Давай тогда проверим, насколько хорошо ты знаешь PHP. Какие там типы данных были? Какие были типы данных в PHP в последний раз, когда я его трогал? А, Сейчас он, кстати, сильно String. изменился. А? Сейчас он сильно изменился. Да, он на самом деле очень сильно изменился, давно его уже не трогал. В последний раз там, ну, там были string, boolean значения были. Ну, то есть ты говоришь мне рассказать базовые, да? Мгм. Какие-то типы. Да, самые базовые типы, которые ты помнишь. Вот тут. Ну, string, boolean были, объекты. Ну, это не объекты, по сути. Ну, скорее всего, это, ну, это получается таблица, ну, не таблица, а я не знаю, как в PHP. В PHP, по-моему, нету понятия объекта. Есть типа коллекция, скорее всего, это, наверное, нужно назвать. То есть вот это вот, что там еще? Ну, функции, что там еще, я не помню. Ну, там Что-то еще скорее было есть. массив это называется, чем объект. Мгм. Массив. Ассоциативный массив, ну, это что-то типа объекта. Ну, наверное, это объект. То Да-да, есть я, как ну, понял, PHP нет, для меня не было понятия как объект. Мгм. окей. Так, тогда следующий вопрос. Ты с ООП вообще работал? Чуть-чуть.
Знаешь, в чем отличие self от static? Self от static. Self — это когда мне, а static — это когда происходит что-то статичное. Нет. Там self-static отличается тем, что что-то, ну, в зависимости от контекста, self запускается изнутри Ну, это класса, про класс идет речь, да? да, изнутри класса, где он определен. Ну, по крайней мере, я могу интерпретировать из JS, ну, то, что относительно знаю не только JS вообще в целом. Это статик, по-моему, когда у класса есть какой-то статичный метод, который не требуется, ну, он не требует, то есть для его вызова не требуется создание экземпляра класса. Можно сразу же по классу самому обратиться к статичному методу или самому свойству Нет, этого там, класса. возможно, тебе кажется из-за названия, типа self и static, а так это, ну, опять же, в self метод Это типа запускает... this. М? Не, селфи метод, условно, метод запускается в классе, в котором он определен, а в статике в классе, в котором он вызван. Ну, это речь, когда идет про наследование. Мгм. Вот. И, кстати, раз мы вспомнили это наследование, назови вот эти 3 принципа ООП, помнишь их? Три принципа ООП: KISS, Не-не-не, Dry и Solid. полиморфизм, там, наследование, вот это все помнишь? Полиморфизм, наследование. Ну, что-то помню. Понял. Ну, давай тогда, насколько помню, ты именно в самом PHP много всего забыл, тогда просто перейдем именно к общим вопросам, которые тоже есть в PHP. Нет, давай, мне интересно, просто мне на самом деле интересно сейчас вспомнить эти знания, потому что, по сути, я очень давно не притрагивался к ООП. Давай просто поверхностно хотя бы понять, насколько у меня плохо все. Да не, ну, не сказать, что плохо. Ну, наверное, ну, то, что я говорю, полиморфизм, там, наследование, это в любом, типа, ООП есть. А в чем заключается смысл полиморфизма, помнишь? Суть полиморфизма заключается в том, что, по-моему, когда... Это что-то было, по-моему, связано Скорее всего, это что-то было связано с наследованием именно от базового класса, когда... а, Блин, ну это не помню, кстати. Ну, Но я типа, помню, что это связано было что-то с наследованием. ну да, типа, есть, условно, какой-нибудь абстрактный класс, и есть два класса, которые реализуют абстрактный метод по-своему. Ну, условно, это Мгм. может быть там, у тебя может быть на сайте продукты, в одном месте ты просто вводишь название продукта, а в другом месте, ну, условно, у них, у класса есть абстрактный метод там generate title или show title. Один класс его просто показывает, а второй класс может там с ценой показать. Ну, то есть разная реализация, но один класс. То есть, по сути, получается, мы от базового класса наследуем какой-то другой класс и докручиваем ему Не, что-то, или абстрактный он класс. выполняет то же, что выполняет базовый класс? Создаешь абстрактный класс с абстрактным методом, и каждый реализатор этого класса должен по-своему Мгм. реализовать абстрактный метод. Вот. Мгм. Мгм. Понял. В этом заключается суть этого. А так, что ты можешь сказать про Solid? Можешь расшифровать эти все буквы? Solid, Solid — это у нас получается single responsibility, Мгм. open closed, Barbara Streisand, interface aggregation и ну, разделение интерфейсов. И получается принцип инверсии зависимостей. Мгм. Сколько там? 5. Рассказать каждый из них или подробно рассказать, или Да не, типа можно поверх? просто хотя бы S рассказать, single responsibility. В целом, мне кажется, на этом... Ну, основная идея с S заключается в single responsibility, то есть принцип единой ответственности, единственная ответственность Мгм. заключается в том, что класс или функция, она должна выполнять только определенную задачу. То есть не должно быть такого, что, например, у нас есть корзина, которая Мгм. выполняет, ну, получается, хранение товаров, вычисления,
Ну, это я имею в виду бизнес-логику описываю. И оформление заказа. У нас не должен быть один класс, который и жнец, и кузнец, и на дуде игрец. То есть если мы хотим такого сделать, то это должно быть 3 разных человека. То есть жнец должен быть, кузнец должен быть и на дуде игрец. И если у нас дуде игрец заболеет, то мы будем знать, почему наша вся работа сломалась, а не разбираться прямо во всех деталях. Типа. В этом основная идея его, что каждая часть должна выполнять свою определенную задачу. Понял. Круто. А про dependency injection что скажешь? Dependency injection. Тут основная идея заключается в том, что если у нас, например, есть какой-то класс или какой-то интерфейс, кстати, я сейчас, по-моему, этот момент могу сейчас перепутать с другим понятием. Основная идея его заключается в том, что мы должны, если у нас есть какой-то один класс или интерфейс, какой-то большой, мы должны его, по-моему, разбить на отдельные классы и интерфейсы, которые будут выполнять свою определенную задачу. То есть, если у нас, например, есть база данных, которая описывает какой-то интерфейс, там, работу с базой данных, и у нас есть какая-то другая база данных, это, не знаю, там, MongoDB, которая заключает там свои определенные методы, какую-то свою задачу, то мы должны описать один основной класс или интерфейс, и на основе его уже использовать MongoDB-шный или там другой интерфейс и дописывать, дописывать саму логику. Ну да, ты имеешь в виду, описываешь интерфейс, условно, какой-нибудь логер, он может там логировать в Redis, может логировать там файловую систему, может логировать, куда угодно, и ты это выносишь в интерфейс. А сама суть тогда этого внедрения зависимости в чем заключается? Если у тебя есть интерфейсы, но может быть разная реализация. То есть они должны, получается, зависеть от какого-то абстрактного класса. То есть идея в том, что то есть у нас, например, есть какой-то базовый класс, и вот эти вот другие классы, которые наследуются от базового, они не должны зависеть от каких-то определенных типа деталей или чего-то, что не связано с главным классом. Все остальные детали уже описываются отдельно в тех классах, которые наследуются, там, не знаю, как-то. Короче, я не знаю, как это объяснить правильно. Немного другой теме даже, немного другое понятие, типа dependency injection нужен для того, чтобы, условно, у тебя есть несколько реализаций, но у тебя на проде кэшироваться что-то может в Redis, а в локально, когда ты тестируешь, там, разрабатываешь, у тебя кэшируется там в какие-нибудь файлики. И чтобы переключаться между ними, ты используешь интерфейсы и просто подменяешь реализацию. То есть как это выглядит? У тебя есть, условно, есть контейнер, dependency injection контейнер, а слева там как ключ, это, грубо говоря, объект, слева ключ — это интерфейс твой, а значение этого ключа — это реализация конкретного класса. И вот так ты можешь их подменять, и вот в этом суть именно внедрения зависимости. Это не Барбара Лисков. По-моему, когда у нас есть главный класс и есть класс наследуемый, и при перестановке этих двух классов, если они не нарушают не нарушают алгоритм выполнения, по-моему, это не Барбара Лисков, ты сейчас сказал? Не, это другой. Ты про принцип открытости, закрытости, и то, что там наследуемый класс должен возвращать такие же типы. Это тоже есть в Solid. Я имею в виду именно внедрение зависимостей в том, что ты можешь подменять реализации. Или условно, даже когда ты, как в Laravel, ты можешь в контроллер там заинжектить какой-нибудь... Погоди, ты говоришь dependency injection или dependency inversion? Инверсия зависимости, типа, в чем ее суть именно? Я же говорю, что получается, что у нас есть какой-то главный класс, то есть какой-то абстрактный класс высокого уровня, типа, и он не должен зависеть от каких-то деталей, каких-то там, не знаю, там, классов низкого уровня, которые там выполняют какую-то свою определенную задачу. То есть он не должен быть привязан к деталям.
он должен выполнять какую-то базовую часть, а все остальные уже наследуются от этого класса и выполняют уже какие-то, возможно, там свои детали. Возможно, не знаю, мы тогда про разные эти принципы. Но опять же, Ну, может быть, я не именно прав. интерфейсы нужны для того, чтобы, условно, у тебя есть класс-сервис, ну, как на SJS Мгм. бывало, есть какой-нибудь класс-сервис, в него инжектится какой-нибудь репозиторий. Вот, ты не передаешь конкретную реализацию репозитория, ты передаешь его интерфейс, где описаны методы там get, update, save. И в зависимости, ну, описываешь там несколько классов, которые реализуют этот интерфейс. Условно, один класс может что-то писать, читать из MongoDB, один класс что-то может писать и читать из там, MySQL. Мгм. Вот, ты можешь, опять же, в зависимости от нужд, запрашивать конкретную реализацию этого класса. Опять же, это может у тебя храниться в каком-нибудь контейнере. Там, и опять же, твой класс, когда вызывается, ты туда передаешь именно конкретную реализацию. Ты абстрагируешься от реализации, грубо говоря, но ты можешь их подменять в самом приложении. То есть локально это Мгм. может быть MongoDB, на проде это может быть MySQL. Так как у них один интерфейс, вот так и подменяется их типа реализация. Ну, давай Мгм. тогда опустим этот момент. И тогда начнем. Ну, я не знаю, поздно, рано ли Остальные переходить. не будем, да? А? Остальные не будем? Да нет, в целом там же, Мгм. ну, самое часто используем это, опять же, Solid, там, ну, Single Responsibility, Dependency Injection мы часто используем, вот эти Open Closed, я не знаю, ну, там же и так, когда ты пишешь код, бывает понятно, что этого нельзя допускать, ну, Ну что да. разные типы. Уже, да. Тогда другие эти, ты знаешь, паттерны, связанные с частотой кода, там, dry, kiss. Dry, don't repeat yourself, получается, Мгм. когда у тебя есть какие-то, не знаю, какое-то приложение, ты понимаешь, что в какой-то момент ты повторяешь один и тот же код, это Мгм. уже, получается, ты нарушаешь этот принцип, и лучше всего вынести повторяющийся код куда-то в отдельное место и его переиспользовать. Мгм. Основная идея заключается в этом, вроде бы как. Да-да-да. А kiss? Кис — это поцелуй, смотря от кого. А, Kiss — это, получается, keep it simple. Это когда тебе принцип говорит, что не надо, типа, делать слишком сложно. Ты, конечно, крутой программист, но Мгм. давай мы будем делать все попроще немножко. И если ты хочешь сделать какую-то приложуху или какую-то сложную функцию, Мгм. лучше сделать все максимально простой и от этого уже отталкиваться, смотреть, есть ли необходимость в том, чтобы делать ее сложнее. Начать лучше с простого. Понял. Круто. Что ты можешь сказать именно про паттерны проектирования? Какие там использовал, какие знаешь? Паттерны проектирования. Ты можешь какой-то один привести пример, чтобы я понимал? Ну, в Laravel, условно, это middleware, цепочка Мгм. зависимостей. У тебя Мгм. может быть 100 middleware. Все, я понял. Скорее всего, я понял. Ну, паттерны проектирования, middleware, понятное дело, то есть в Laravel я использовал их для того, чтобы отлавливать именно запрос, который будет выполняться. Мгм. По-моему, в основном я использовал их при авторизации. Что там еще, по-моему, было? По-моему, dependency injection юзал для того, чтобы в классах внедрять какие-то другие классы или какие-то другие, я не знаю, там, сервисы или что-то такое. Мгм. Тоже вроде как один из паттернов. Что там еще может быть? Что там еще А может вот быть? Ну, когда честно говоря, модель сохраняется, тебе нужно там условно что-то сделать, там pre-created, updated, deleted. Их помнишь? Как называется этот паттерн? ты про крут говоришь? Не-не-не-не. Условно, в Laravel есть моделька. MVC? Сейчас все знакомые слова будут говорить. PHP? Смотри, у тебя в Laravel есть моделька Ага. какая-нибудь, и ты же можешь Ага. подписаться на ее события, там, когда эта модель создана, ну, создана, имеется в виду, запись создана, Я понял. редактирована.
Мгм. Вот То есть как... это паттерн тоже считается, да? Не, когда Типа, ты подписываешься на события их, как именно этот паттерн называется? Не помнишь? observable? Да-да-да, observer. Мгм. Вот. Ну, да, его, по-моему, тоже применял, Мгм. когда не только в PHP писал код. Но, Мгм. честно говоря, вот сейчас конкретно вот паттерны, то есть я какие-то паттерны, возможно, знаю, но чтобы сейчас тебе их перечислить, вот этот момент нет. Понял. Но какие-то, скорее всего, уверен, что знаю. Понял. Тогда Вот давай. вспомнить их сейчас перечислить вряд ли Ну да, смогу. их на самом деле очень сложно вспоминать, особенно. Ну, когда ты пишешь код, если ты уже много лет его пишешь, ты так или иначе какие-то паттерны придерживаешься, но даже не подозревая этого. Вот. Мгм. А и что, как у тебя с базой данных? С какими базами работал? Как у меня с базой данных? Мгм. С какими работал еще? С какими? Я в основном работаю с Postgres, Мгм. когда-то работала с MySQL, а, ну и с MongoDB. Мгм. И получается, в основном сейчас работаю с Postgres. А что, как тебе? Есть отличия от MySQL? Ну, есть небольшие отличия. Честно, не смогу тебе сказать конкретно прям глобальные какие-то отличия, которые вот сказать, что вот это вот. Но, по крайней мере, исходя из моего опыта, я знаю, что в MySQL нельзя JSON-ки хранить. Например, нет типа данного JSON-B в MySQL, а в Postgres он есть. Мгм. И типа ты можешь... Ну, то есть в MySQL можно хранить JSON в виде строчки, но потом его придется конвертить в JSON. Мгм. А в Postgres ты прям типа можешь JSON-B тип данных заюзать. Понял. А смотри, ты знаешь что-то про индексы? Какие типы индексы есть, для чего они нужны? Ну, я знаю примерно, что такое индексы Мгм. поверхностно, но типы, вот это для меня сейчас было открытие. Не, я имею в Ну, виду там primary key, там, ну вот эти типы. по-моему, основная идея индекса заключается в том, чтобы ускорить работу с сборкой каких-то там данных из таблицы. То есть благодаря именно индексам мы можем, например, какие-то, ну, условно, у нас очень много данных. И если бы мы не юзали бы индексы, работа с данными в нашей таблице была бы значительно дольше и сложнее в случае, если бы мы применяли бы индексы, которые позволяют типа ускорить выборку этих данных из огромного объема информации в самой таблице. По-моему, вот это вот Да. А как они наименьшее. работают, знаешь вообще? Ну вот, словно тот же primary key. По-моему, в самой базе, в самой таблице есть отдельная структура, которая описывает, какие поля считаются типа primary, какие поля считаются типа уникальными. И на основе, по-моему, этой структуры как бы база данных уже делает какую-то определенную выборку. Ну, я могу сейчас нести фигню какую-то. Да, ну я имею в виду, условно, ты делаешь запрос, там, where Мгм. ID равняется 50. Типа, Мгм. как это работает? То есть как типа база данных понимает, что это Не-не-не, должно быть. ну этот индекс прям по-своему называется, ну, или метод хранения этих индексов, я не знаю. Про B3 Мгм. что-то слышал, бинарное дерево. Да-да. Вот. Ну, как оно работает, знаешь? Нет, не помню. То есть по бинарное дерево, по-моему, он как-то типа, ну, то есть, скорее всего, это какой-то определенный алгоритм, который позволяет тебе оптимизировать работу Да. с структурой этих данных. Но конкретно как не вспомню. Мгм. Ну, условно, есть вот это дерево, там ноль, Да. от него расходятся вот эти штуки, Мгм. и вот, ну, грубо говоря, там, последнему значению, так сказать, ищется. Если ты говоришь там where ID 50, то Мгм. отсеивается там, условно, какая-то правая часть, ты ищешь только в левой части, оттуда, если ты попадаешь сразу же, то ты возвращаешь значение, если нет, то ты отсеиваешь еще данные. Ну вот. А как это делают? То есть это типа благодаря индексам это происходит или как? Да, ну, если ты навешиваешь индекс, то оно, грубо Мгм. говоря, участвует в вот этом бинарном дереве. Ну, условно, у тебя М. миллион записей. И когда ты Мгм. делаешь where ID равняется 50, тебе же не нужно смотреть там, где больше 100.
Да. Ты можешь это дерево отсечь. И дальше, ну, вот в этом маленьком, грубо говоря, промежутке ищешь то, что тебе нужно. Мгм. То есть это, получается, сама база данных, у нее такой алгоритм есть, который, Да, это блин, на ну, самом деле алгоритм, которым даже мы там сортировки применяем. Если ты в университете ну, учился, то там 100% у вас были задачи по типу этого. Или на лид-коде что-то типа такое было. мгм. Ну, я мало, на самом деле, про Мгм. индексы. Надо будет почитать обязательно. Понял. Ну, я сейчас ищу что-то. А ты знаешь, какая структура данных? Грубо говоря, ну, сама по себе индекс. Там можно очень быстро все искать. Что это за структура данных? Не знаю. Вот это вот я не знаю. Сразу же лучше ответить. Ну, типа хэш-мэпка, где ты, у тебя просто ключ значение, Прям, ты просто как это логично, Вавизон дал. Да. по ключу ищешь. Ну, то есть, получается, Мгм. ключ у тебя столбец, а значение это типа тип этого индекса. Не, я имел в виду вообще в любом, даже если ты на JavaScript бы это сделал бы, у тебя там условно Мгм. какие-то там 100 тысяч записей, Мгм. ну, ты так бы очень легко смог бы все найти. Ты типа говоришь про формат данных в таблице. Ну, короче, Ну, сам формат, оно, да, все, как понял, понял. Я структура думал, ты данных, про грубо тип говоря. индекс. Понял. Э, Так, теперь, знаешь что-то про нормальные формы в базе данных? Нормальная форма. Вот, блин, самое обидное, что я это читал месяца 3-4 назад, когда думал, вот сейчас сяду, начну изучать. По-моему, нормальная форма — это когда она структурирована, если не ошибаюсь. Вот сейчас я пытаюсь вспоминать. Есть нормальная форма и ненормальная форма, по-моему, Мгм. тоже есть. И разница в том, что как она нормализирована, то есть получается, есть какая-то определенная структура, которая описывает эту таблицу. И, по-моему, Мгм. это считается нормальной формой. То Ну есть, когда у да, нее есть столбец, плюс значение, типа что-то такое. ну, плюс порядок типа хранения данных. Условно, у тебя есть таблица Books, у него Мгм. есть, ну, там же где-то должен же быть автор. Ну да. И нормализация заключается в том, что ты автор выносишь в отдельную таблицу, а в Мгм. Books там хранишь его айдишник. Да. Ну, и там еще несколько вещей, которые, ну, помогают тебе обеспечить вот эти нормальные формы. Там, насколько я помню, только 3 формы хорошо бы знать, а дальше там уже с какими-то сложными данными, если ты работаешь. Мгм. Вот. Это что касается нормальных форм. А, Как, знаешь что-то там про выборку, джойны? Left join, right join, там есть, что там еще, join просто есть. А в чем разница, знаешь? Left join, по-моему, получается, он, а, исходя из описания левой таблицы, то есть, ну, того, что мы сказали, ну, то есть у нас, например, есть таблица продуктов, у нас Мгм. есть таблица юзеров. И если мы хотим привязать к таблице продуктов при выборке юзеров, если сказать, что к продуктам нужно привязать, э, мы должны исходить из ID, которые описаны в таблице продуктов, и обращаться к таблице users, мы пишем типа left join. По-моему, так. Не, там Э, именно про выборку. Ну, в чем разница между left join, условно, и просто join или inner join? По-моему, join — это когда он просто берет и тупо сверяет наличие ну, исходя из этих ID-шек, которые мы укажем, Мгм. он делает наличие в первой и второй таблице. Если нету, он просто вернет те, которые смог найти, то есть которые совпали. Ну да, ну смотри, условно, у тебя есть 100 продуктов и есть 50 юзеров. Если ты делаешь left join, сколько продуктов вернется? И сколько продуктов вернется, если ты сделаешь Вернутся inner? все продукты, но Мгм. те продукты, которые он не смог найти, ну, точнее, каких-то юзеров не смог найти, они вернутся с налом. Мгм. А в inner join? Вот inner join, блин, вот это, кстати, не помню. Ну, это просто Inner. join, типа, сколько продуктов вернется, как думаешь? Если left join, там главная таблица, это левая таблица, Мгм. вернутся все продукты, условно 100. А если просто join?
Если просто join, то он вернет, он в случае с left join не вернет все и не скажет, типа, вот там есть, но он вернет только то, что смог найти. Ну То есть, да. например, он там, вернет штук 10, если они смогли найтись. То есть он вернет не то, что мы хотели из списка продуктов. Да, он Он вернет, вернет типа, столько количества продуктов, сколько есть там, условно, этих юзеров. Да, ну типа сколько совпало. Да-да-да, по совпадению. Окей, неплохо. Тогда знаешь про агрегированные функции что-то? Чего, Ну, блин? агрегатные функции, агрегированные там. Ты Я знаю, 100% как их знаешь? агрегатор новостей сделать. Смотри, sum, max, min. Все понял. Блин, я понял, какой тупой. Значит так, есть сам, есть count, есть там групп, групп by это, по-моему, не агрегация. По-моему, агрегация групп by, даже? Ну, группой используется вместе с этими штуками. Ну, условно, ты делаешь count. Ну, я знаю, что такое примерно Да-да-да. агрегация. Да. Теперь, То смотри. есть сам это когда тебе, например, ну ты знаешь. Окей. Сейчас нормально? Мгм. Все, я могу говорить, да? Ну, ты сейчас пиксельный. Бля, могу Да, выключить камеру. Вот так. Сейчас нормально? да. В То общем, есть не отвечать, да, на вопрос, или ты сам ответишь? короче, все про эти функции мы поняли. Теперь, что касается фильтрации данных. Где мы делаем Мгм. фильтрацию? Ну, именно отсеиваем ненужные данные. В смысле, я уже ответил про агрегацию? Ну да, min, max, там что там еще может быть, там Ага. count, Типа, как avg. они работают, объяснять не надо, да? Ну, сейчас мы дойдем до этого еще. Просто нам Ладно. Всё. сейчас, до этого блока нужно выяснить, где мы фильтруем данные М, и как мы фильтруем агрегированные данные уже. мгм. Я понял, к чему ты ведешь, я понял. Фильтрация. Фильтрация ты имеешь в виду про where, типа про вот это вот? Да. Ну, для фильтрации в основном используется where, О чем чтобы... разница? Ну, ты слышал что-то про having? Да. Вот. В чем разница между having и where? Where? Вот, кстати, очень хороший вопрос. Я не знаю точного ответа. Блин, надо будет почитать. Но where, понятное дело, когда идет сравнение, и исходя из этого условия, он уже вернет тебе определенное количество данных, выборку какую-то сделать. Мгм. Having, если меня память не подводит, но, скорее всего, я сейчас скажу фигню, having — это когда он типа пытается вернуть... не смогу сказать, потому что я сейчас скажу банальную вещь, типа он вернет определенные совпадения каких-то данных, но это фигня. Смотри, where у нас используется, ну, отработает момент запроса. Мгм. Условно, ты запросил, у тебя 100 тысяч записей, и ты делаешь where, он вернет только там по твоим условиям только 1000 данных. И у тебя есть там какая-нибудь агрегатная функция, там Мгм. AVG, условно, там 3,5, 3,4. И вот через having ты можешь еще раз отфильтровать данные, там условно, где средняя оценка больше 4. И разница Мгм. их в том, что в having ты уже запросил данные 1000, и уже их фильтруешь. Ага, то есть, получается, мы именно благодаря хейвингу можем работать с агрегирующими этими функциями, да? Да, 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 да. Все, я понял, я теперь понял. Что-то я вспомнил. Вот. Ага. А про оптимизацию запросов что ты знаешь, как типа, Оптимизацию базы данных или на сервере? нет, запросов. Условно, у тебя селект очень долго выполняется. Хотя у Мгм. тебя там используется where, там что-то, но все равно очень долго. Из-за чего это может быть? Наверное, индексы самое банальное, что я сейчас могу сказать. Благодаря им какая-то оптимизация, я Мгм. думаю, происходит. Что там еще может быть? А команда, которая тебе подскажет, какие индексы задействованы или не задействованы, не знаешь? Не, вот это не знаю. Ну, грубо говоря, через explain ты можешь посмотреть, что у тебя дергается, что за условия, что Мгм. можно оптимизировать.
Ну, то есть он вернет всю информацию о запросе. Ну, сколько он выполняется, там, и опять же, очень важная информация, какие там поля ты дергаешь, можно ли их вообще, навесить на них индексы. А на какие Мгм. поля нельзя навесить индексы? Ну, на какие данные, условно, в таблице? Скорее всего, на текст, varchar, типа. Да нет, на varchar можно, грубо говоря, Можно, четко. да? Ну, условно, у тебя пол мужской, женский. Есть ли смысл туда, типа, вешать индексы? А, Ну, я думаю, наверное, нет. Скорее всего, на какие-то типа ID, там, что-нибудь на такое. Ну да, на пол нет смысла вешать, потому что там только два значения, либо мужской, либо женский. Тебе этот индекс, по сути, ничего не даст. Мгм. А что, если ты просто захочешь там получить определенный пол, наверное, вот. Тогда давай закончим с базой данных. Тут спрашивают, вы поспорили? Я не знаю, к чему это. Все, с базами данных закончили, паттерны обсудили. Смотри, теперь важный момент. Ты делаешь, условно, какой-нибудь блог, да? И у тебя Мгм. уже там тысячи посетителей в день. И у тебя на главной странице там долго выполняется запрос. Ну, понятное дело, он сам по себе долго выполняется, ты его оптимизировал. Что ты можешь делать, чтобы там он так и долго не выполнялся? То что мы используем в этом случае? Ну, самое очевидное — это кэширование. Мгм. Что первое в голову приходит. Мгм. Сначала по возможности на уровне Nginx, потом на уровне самого фреймворка или языка, а потом можно применить что-то в виде Redis, что-то в виде memcached, там что-то такое вот. Ну, давай на примере мемкэша, да, там хотя бы слово кэш, если... Смотри, тогда, да, у тебя на главной странице там написано, что ты, ну, разработано так, что ты кэшируешь данные. И, Мгм. ну, этот блок у тебя написан так, что есть какой-то ключ, а если по этому ключу найдены данные, ты их возвращаешь, если нет, то кладешь данные в кэш и потом возвращаешь их. В чем минус такого способа? Чего не хватает, точнее, этому способу, если там вообще минус? Э, Ты мог бы еще раз повторить, потому что не очень понял вопрос. Давай я хотя бы попытаюсь. Ну, повтори еще раз, чтобы я понял. Смотри, я просто хотел пример накидать. Мгм. Давай на трек-коде. Я тебе скину ссылку. Так, сейчас я что-то напишу, он сгенерирует. Так, куда бы тебе его отправить? Здесь есть чат? Да. Да, давай его сюда его отправлю. Мгм. Да, условно. У тебя есть код вот такого вида. Сейчас. Ну, это абстрактный пример. Там вот MC это memcached. Здесь у тебя есть там time и name. Ну, название кэша. Мгм. И дальше есть там if, если time меньше, чем time какой-нибудь. И memcache. Ну вот да. Грубо говоря, например, вот на этом способе. Ты здесь кэшируешь данные. Кэшинг, не знаю, дата. И возвращаешь их здесь. А здесь, если не нашлось, точнее, если нашлось, то ты просто возвращаешь данные. Из мемкэша, да. Ну, По давай ты этому еще ключу. будешь демонстрацию делать, чтобы люди видели. Не, мой экран не видно разве? Ну, Я тебя же, я видно. же через OBS. Я вижу очень симпатичного парня, но не вижу, типа, Подожди. его десктоп. Не, тут видно все, тут видно. Все видно хорошо. Я сейчас проверю на трансляции. Да? Да, все видно. Ну, ты трек-код видишь сам? Да, вижу. Все. Я просто тебя вижу. Ага. Да. Вот в чем минус вот этого кэша, учитывая, что у тебя там параллельно может 1000 запросов идти.
Что минус этого кэша? Ну, сейчас дай Нет, в чем посмотрю. минус этого способа? Точнее, не кэша, а способа. Ну, тут, по крайней мере, минус я уже вижу в функции time. То есть, скорее всего, подвох в ней заключается, что типа у нас нет какого-то определенного отдельного места, где, ну, по-моему, есть, кстати, там time name я вижу. Ну, скорее всего, подозрение в функции time, что мы, подожди, мы берем последнее время, Нет, time смотри, с time нижним name можешь на это не подчеркиванием, это обращать. получается последнее время, когда кэш был сохранен, или что Да, это? да, да. А вот здесь внутри будет там получение данных из кэша, только там будет уже там data name. Data name. Ну, название кэша. Вот здесь там по этому ключу находятся данные и возвращаются они. Но вот тут даже не на это нужно обращать внимание, а в чем именно сама проблема заключается. Сама проблема, ну, по крайней мере, в том, что мы возвращаем одну и ту же дату. Не, одно и то же даты мы возвращаем, потому что если условно кэш найден, то мы из кэша достаем. Нет, точнее, если кэш не найден, то мы сохраняем данные в кэш и параллельно возвращаем дату. В ином случае мы просто запрашиваем данные из кэша и возвращаем их. То есть тут будет что-то типа такого, там, опять же, вот эта строка вернуть из memcached. И это равняется наша дата. Ну, ладно, про гонку запросов что-то слышал? Это ответ сейчас был? Не, про гонку запросов что-то слышал? Нет. Слышал по как что-то там где-то, но объяснить не смогу. Угу. Но Ну, есть подозрение, что гонка запросов — это, по-моему, то, что связано с тем, когда, например, там какое-то определенное количество запросов отправляется на сервер, и какую актуальную информацию им всем вернуть. То есть, чтобы не было так, что, например, все эти 10 запросов будут, типа, получать какие-то свежие данные для каждого запроса, а вернуть какую-то одну информацию для всех запросов, для того, чтобы не нагружать, типа, сервак. ну, в данном случае тут проблема в том, что если будут 1000 запросов параллельно идти, там, грубо говоря, там разница лишь в миллисекундах, то они все пойдут сюда, и каждый попытается засунуть что-то в кэш и потом вернуть данные. То есть, грубо говоря, оптимизации никакой нет. Мгм. Как это, ну, оптимизировать, то условно можешь заблочить через memcached. Ну, у memcached, ну, и у Redis, и у memcached даже там на PHP простом это можешь сделать. Ты можешь там заблокировать этот запрос, пока один его выполняет. То есть тут нужно сделать, грубо говоря, так. Если memcached есть. У него есть метод add, и в этом методе add ты можешь залочить что-то. То есть ты говоришь, что ты блокируешь это поле по этому названию, и другие остальные запросы смотрят сюда и видят, что этим что-то уже занят, и по сути у тебя только один запрос в этом случае сохранит что-то в кэш, а другие запросы просто вытащат данные из этого кэша. Вот это что касается гонки запросов. Блин, ну, меня все равно волнует вопрос, который... Все равно мне интересно знать, типа, то когда эти 100 запросов выполнятся, и хорошо, первый запрос, по-любому там же будет какой-то первый запрос, он заблочил, ну, типа, создание новых кэшев до того момента, пока вот этот первый запрос не выполнит сохранение этого кэша. И остальные запросы будут обращаться к старому кэшу. Но Не, они, тогда грубо говоря, заморозятся. Эти запросы. заморозятся, но как, если... То есть как они заморозятся, если эти запросы... Ну, нельзя сказать, конечно же, понятное дело, одновременно выполнить, потому что там будет разница какая-то макро, там, милли чего-то секундах. Но тем не менее, даже если их 2 запроса одновременно выполнятся, то вот мне интересно, как сервер понимает, что нужно остальные блочить. Вот это мне хочется Нет, понять. через memcached. Грубо говоря, если мы просто вот по этой штуке смотрели бы,
то он, как тебе сказать, он для всех запросов вернул бы одни и те же данные. А в этом случае он как будто бы асинхронно смотрит, создалось ли что-то. Если создалось, то там блочит этот запрос, пока он не выполнится, а другие просто достают данные. Ну, грубо говоря, так. Я не знаю, как этот механизм изнутри реализован, Вот, но вот это вот мне интересно понять, как это происходит внутри. Ну ладно, это отдельная история. ну, это просто именно частая проблема про гонки запросов, что несколько запросов могут сделать одно и то же, то есть и по сути твой кэш, он, грубо говоря, неэффективен в этом случае. А смотри, есть еще тогда один момент, уже не связанный с кэшем. Представь, у тебя, ну, ты разрабатываешь там мобильное приложение, ну, Яндекс Такси какой-нибудь, и что сделать так, чтобы когда пользователь нажимает там условно 2 раза, чтобы 2 раза не создавался один и тот же заказ. Как это? Ну, понятное дело, ты на фронтенде можешь там навесить, ну, заблочить кнопку, если он один раз уже нажал. А Мгм. если он обошел твою систему и там через сторонний, ну, он подсмотрел запрос, который ты делаешь, и Мгм. сам выполняет 100 раз, типа, что в этом случае? Как сделать так, чтобы типа он не создал типа большое количество продуктов? Ну, это как это? Ну, первое, что мне приходит, это сделать, ну, опять же, зависит от условия. Ну, ладно, давай представим так, что он берет один запрос с определенными данными и Мгм. отправляет там большое количество запросов там, с одними и теми же данными. Первое, Мгм. что мне приходит в голову, это сделать уникальными какие-то колонки, чтобы на уровне базы данных, если в случае мы добавляем дубликат, база данных нам триггернула, сказала, что такая запись уже есть, там, условно там на название навешать, на что-нибудь еще, что прям уникализирует эту запись. Второе, что мне приходит в голову, чтобы не повторялись данные, ну, ограничить количество выполняемых запросов. То есть, я не знаю, там какой-нибудь тротлинг поставить или что-то такое сделать, чтобы понять, что человек превысил лимит выполнения запросов. Это второе. Ну, 10 запросов Третье. там в любом случае сможет сделать. Да, здесь запросов можно. И я обычно этот процесс решаю с помощью вот уникальных, типа, ну, юнику задаю какому-то столбцу, чтобы он на уровне этой базы данных как бы контролировал. Но я больше не знаю, как еще можно. То есть, если бы у нас, например, были бы разные данные, и он отправлял бы 100 запросов с разными данными, блин, ну, тут надо, наверное, что-то писать свое, чтобы прямо отловить этот момент. Да нет, типа это Блочить. уже даже есть там, что в MySQL. Ну, ты слышал про транзакции, там, условно, MySQL? Я понял. Я понял, что ты говоришь. То есть создать одну транзакцию на создание какой-то записи и проверять, что другие запросы, когда будут выполняться, была ли на эту запись создана транзакция. Если Ну, ты была, можешь залочить там, условно, даже ту да. же таблицу, можешь залочить какую-нибудь колонку, даже не знаю, и это Ага. значит, что этим уже какой-то запрос занят. Это на Мгм. уровне там какой-то базы данных. Также можно навесить там те же самые мьютексы. Мьютексы можно сделать там через Redis. Ну, так как это быстро очень хранилище данных, ты можешь создать там Мгм. какой-нибудь ключ, value, и Redis асинхронно сходит там свое хранилище, достанет. Если, опять же, он найдет такой ключ, то этим запросом кто-то занят. Вот. Но тут, Мгм. опять же, то же самое про заморозку запросов. То есть ты не даешь пользователю там делать какие-то вот такие вещи. Кстати, если мы заговорили про транзакции, вернемся немного в MySQL. Зачем они нужны? Ну, например, вот для таких ситуаций. Не, Или же, понятное дело, чаще всего для чего используют? Именно скорее всего, когда нужно. Ну, я сейчас могу ошибаться, но, скорее всего, когда тебе нужно какую-то пачку данных на сервак сохранить, и, типа, в этом случае ты создаешь один раз транзакцию, Мгм. и все данные, которые тебе нужно, запихиваешь, и один раз батчишь их. Ну, можно и так, а так, по большей части они используются для сохранения целостности данных. Условно, если ты Мгм. разрабатываешь банковское приложение, По тебе, ну, кусочкам. м? По кусочкам. В смысле по кусочкам?
Ну, типа, ты говоришь, ты создаешь один раз данные, а потом по кусочкам дополняешь его или как? Не, смотри, условно ты делаешь банковское Мгм. приложение, банковское API. Ты делаешь перевод денег одному человеку и Ага. от тебя, грубо говоря, к другому. То есть что нужно сделать? Тебе нужно снять деньги со своего счета, положить деньги на его счет. И в этом случае что может произойти? На уровне, когда ты снял деньги со своего счета, может совершиться какая-то ошибка. Деньги до него не дошли, они с твоего счета снялись. Вот. Мгм. А транзакция, что нам позволяет сделать? Она позволяет себя коммитить. Условно, ты создаешь транзакцию, try-catch, оборачиваешь свой весь код, перевода, снятие денег со своего счета, пополнение его счета, там еще какие-то вещи. Если все прошло ок, ты коммитишь транзакцию. Если, не дай бог, ты оказался в блоке там catch, ты можешь просто откатить транзакцию, и этой операции как будто бы и не бывало. Что-то помню такое. Вот. Это что касается транзакций. В целом мы уже, мне кажется, даже засиделись. У тебя есть чем дополнить наше собеседование? Ну, если у тебя есть еще вопросы. Я сейчас по списку прошелся. Вроде я все свои запросы задал. Кто-то Беня спрашивает, почему мы не играем в КС. Хочешь вопросы по КС? Когда нужно кидать флешку? Это ничего кринжовей. Так, про оптимизацию проговорили, про паттерны, про кэширование. Вроде все. Мгм. На этом все. Ты отлично прошел собеседование. Я тебя поздравляю. Ты принят в нашу компанию. Тем лидом. Принято. С тем лидом? Да. Спасибо. Ну, на самом деле, я сейчас понял, что есть... вот я сейчас, например, для меня открытие было. То есть я читал, как бы, знаешь, типа поверхностно, просто где-то там слово транзакция, коммиты, откатывание читал, но не углублялся в это, думал, типа, ну, нафиг мне это нужно, все равно, как бы, я обхожусь. Но на самом деле это интересная тема оказалась, что такое можно делать. Надо будет почитать. Что я еще понял? Я еще понял, что плохо шарю вообще в этих индексах и вообще как что там устроено. Вот этот момент надо, мне кажется, тоже подтянуть. Что там? Какие еще моменты были, где вот ложанулся прям жестко? Вот плохо отвечал. Ну, опять же, ты же фронтендер, тебе эти индексы Нет, не, давай не забудем этот нужны. момент. Вот что, где? Вот скажи вот какие моменты, чтобы я просто знал. Ну, про полиморфизм тот же, Мгм. там, про ООП, наверное, ты что-то забыл, про эти Ну, скорее всего, да, да, несовместимости. да, там прям данные конкретно у меня подзабылись. Да, и там эти хейвинги всякие. Ну, ты, грубо говоря, знаешь, как их использовать, когда использовать, но не знаешь, наверное, зачем. Наверное, я не знаю, как это объяснить. Ты же 100% писал хейвинги. То есть я помню, что я хэвинг применял, да, но вот чтобы объяснить конкретно, как и что он делает, да, вот это вот момент тоже, наверное, стоит подтянуть, чтобы Ну, понимать. в любом случае, ты достойно прошел наше испытание, что мы взяли тебя в свою компанию. Хотя бы куда-то меня взяли. Кстати, консул Клузловый, Блин, я сейчас должен буду на следующий созвон идти. мне тоже жена звонит, я женат. Да, Хорошо. поздравляю тебя. А что ты меня на свадьбу не пригласил? Я что приглашал. Все, ладно, не будем автопить. Алхамдулillah, все прошло отлично. Молот Может, читать не будем? нет. Может, ты попрощаешься с зрителями? Я не умею. Давай это твоя трансляция. Нет, 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 товарищ, я оставляю это тебе. Нет, это ты должен сделать. Ты начал эту войну. Все, ладно. Сегодня у нас было собеседование. Мы прособеседовали Кринжовое. легендарного Арчакова Хаважа. Вы, как видели, он отлично отвечал на наши вопросы, Очень кроме плохо. хейвинга. И вот, спасибо, что смотрели. Делрес Холшан. Надеюсь, увидимся еще. Все, Спасибо. давайте. Пока.